я строила бизнес с маленьким ребенком на руках. Ощущение, что я просто не могу больше идти. Потому что мне говорили, что я там, условно, Кто? Это была такая потеря просто. А что ты можешь рассказать про секс? Без бензина, без вазелина, короче. Ты свободна сейчас или нет? Я буду здесь, но буду страдать, короче. Я просто, когда узнала его историю, у меня прям мурашки по телу были. Я хочу исполнять мечты сыну вовремя, своевременно. Когда есть энергия легкости, мне кажется, и бизнес легче идет. Привет, я Максим Кардозу, и сейчас будет интервью с Любовью Мироновой. Это популярный в Якутии блогер, бизнесвумен, участница конкурсов красоты «Миссис Россия», «Миссис Мира». И просто очень жизнерадостная девушка, якутянка, которая сейчас живет в Казахстане. Узнаем, как живется за границей. Поговорили о конкурсах красоты, о деньгах, о любви. В общем, будет интересно. Ну что, барды-бытышки? Люба, привет. Привет, Макс. Спасибо, что пришла ко мне. Ну, слушай, ты же у нас очень яркая личность, яркая женщина. Ты и блогер, и популярна очень у нас в республике, и бизнесвумен, и девушка с активной жизненной позицией, в общем-то. Ну, давай вначале, наверное, расскажем для тех людей, может быть, кто тебя не знает или видит тебя не так часто. Откуда ты, да, и немножечко можешь рассказать о себе? Вообще, это все наше. Ну, получается, я сама, родилась в Усьмае, у меня мама усьмайская, папа сунтарский. Но все-таки я считаю, что, наверное, мой такой родной город — это Якутск, потому что я все детство там, получается, жила, училась в школе там, в 7-й, в ИГНГ, но школу закончила в Сунтарах. Поэтому я думаю, что, скорее всего, Якутск. Ну, корни мои сунтарско-усьмайские, можно так сказать. И образование высшее ты тоже получала в Якутске? Я поступила сначала в Хабаровск, отучилась там год и получила образование в Якутске. Но все равно Якутск родной город, да? Как часто ты там бываешь сейчас? Ну, последний год я там раза 3 была. До этого я не ездила 3 года после того, как переехала в Казахстан. Сейчас я живу в Алмате. Но, честно говоря, сейчас, когда я приезжаю в Якутск, у меня такое ощущение, что я в гостях. То есть нет такого чувства, что я приезжаю там, возвращаюсь домой. Из-за того, что, наверное, у меня там нету своего дома. То есть недвижимости. У тебя вся семья сейчас живет в Казахстане? Родители на 2 страны в Казахстане, то есть в России они ездят, приезжают. На зимовку они в основном последний год приехали в Алмату. Там у меня сестренка учится в школе вместе с моим сыном, они ровесники. Скорее всего, папа живет, больше в Якутске, а мама так вот между. Вот если мы говорим про Казахстан, да, ты переехала туда 3 года назад? Около 4. Около 4 уже. Расскажи вообще, что тебя сподвигло туда уехать? Я приехала туда, получается, как турист на 4 дня. И за эти 4 дня я просто влюбилась в природу, в горы, и я поняла, что я хочу здесь жить. То есть, приехав как турист, я была, получается, с бывшим мужем, и мы приняли решение, что приезжаем. Для того, чтобы закрепить свое решение, мы поехали в автосалон и оставили задаток за машину. И потом вернулись через 2 месяца. Просто так? Просто из-за того, что природа красивая, что ли? Бывает то, что ты приезжаешь в какой-то город, и ты его примеряешь для жизни. То есть такие мысли бывают, что интересно, я бы смогла бы здесь жить или нет. Алмата сразу зашла как-то. Прям без бензина, без вазелина, короче. Сразу так хорошо зашла, и то, что ты прям легло на сердце, что ли. Я считаю, что это лучший город для русскоязычного азиата. То есть, если, например, сравнивать с большими городами, как Москва, да, то с точки зрения комфорта там прям ты сливаешься, то есть ты ничем не отличаешься, по сути. И плюс еще там жизнь дешевле, чем, допустим, в России. Ну и тепло. Вообще не странно звучит, что человек, наверное, уезжает из Якутска, да? Ну, так поступают, наверное, не единицы, скажем так, но то, что выбирают Казахстан, мне кажется, это тоже немножко странно. Почему уехали вообще? Решили ли вы уехать из Якутска изначально до своей поездки в Казахстан? Или это было такое спонтанное решение, что эмигрировать в другую страну вообще? Ну, по сути, на самом деле, я, когда строила бизнес, я в Якутске какое-то время не жила. Я поехала работать в Бурятию, например, какое-то время, 2 месяца пожила в Иркутске, и для меня Якутск стал одно время очень тесным городом. Но так как у меня началась личная жизнь, я вышла замуж, жила какое-то время в Якутске, да, вот последние годы, я понимала, что я хочу
город побольше. И мы, получается, с супругом рассматривали моменты такие, то, что может быть или Москва, или Владивосток, ну, типа у моря, да, тепло, тоже комфортно, или же там Сибирь, там, ну, может быть, там Иркутск. Но поехали вот в Казахстан как раз на 4 дня, и было принято решение. Мне, например, далось это решение просто, потому что я уже была таким человеком, который везде ездит. Сидел на чемоданах. Да, на низком старте. Вот, вы приехали в Казахстан, и что, и сразу все прямо классно? Нет, ни в коем случае. Мы приехали в Казахстан, это был большой стресс на самом деле. Для меня это был очень первый год тяжелый. Я как человек социальный, я очень люблю общение, да, то есть мне это очень важно. Я оказалась просто в вакуум. У меня был такой вакуум, когда я не могла свою энергию никуда просто направить. И она у меня пошла, честно говоря, такое на самопоедание и так далее. И я даже в какой-то момент поняла, что у меня идет, депрессия. Я попала в депрессию и восстанавливалась, наверное, скорее всего, где-то полгода. А как вообще проявлялась у тебя депрессия? Как она проявлялась, меня ничего не радовало. То есть не было моментов, где бы я чувствовала себя комфортно. То есть, по идее, были финансовые возможности, да, были даже и путешествия, но я не могла просто наслаждаться и жить. То есть ты просыпаешься утром, засыпаешь вечером, и тебя ничего не радует. Как будто бы одно по одному. И ты думаешь, вообще для чего все это? Чтобы что? И когда я обратилась к врачу, то он сказал, что девочка, у вас глубокая депрессия. Ну и потом восстанавливаешься. Получается, первый год был самый сложный. Ты не хотела уехать в этот период обратно? Нет, кстати. Даже таких мыслей не было. Я буду здесь, но буду страдать, короче. Таких мыслей не было, потому что я понимала, что дело-то не в городе и не в стране, а дело во мне. Ну и то, что этот период все равно важен, нужен, когда вакуум. Я имела опыт уже переезда, не с точки зрения там, поменять страну, а города меняла, когда я понимала, что первый период будет все равно сложный. Вот. И когда уже я купила квартиру там, уже как-то якорь появился, да, то есть уже на ногах уже более комфортно стоять стало, чувствовалась опора, появились друзья, и сейчас мне там комфортно, прям очень. У меня и социум, и друзья, и какие-то проекты. Ну, я чувствую там себя прям очень комфортно сейчас. Сейчас мне хорошо, я просыпаюсь утром, я чувствую себя счастливым человеком. Такого давно не было, и я пока что не нуждаюсь. Вообще очень интересно технические такие моменты переезда. Вы же не получаете гражданство? Или там, как это вообще происходит? Ты можешь постоянно жить в течение 1 года, не продляя визу, я не знаю. Вот, можешь какие технические моменты сказать? Первое время, когда мы приехали, нужно было каждые 3 месяца выезжать, но в тот момент мы много путешествовали, не было никакого ковида и так далее, да, карантина. Поэтому для нас это не было проблемой. Но мы прописались. А потом, сейчас у меня вид на жительство. То есть я гражданство не планирую менять, потому что это невыгодно с точки зрения того, что в Казахстане, если у тебя гражданство казахстанское, то ты не имеешь права иметь двойное. А россияне имеют право, поэтому нет. Расскажи про других якутян, которые тоже переехали в Казахстан. Есть же такие люди, общаетесь ли вы? Вообще есть какое-то комьюнити землячество? Вот мы все любим землячество, мы любим объединяться там в разных странах. У нас есть группа в WhatsApp, мы там встречаемся, но в основном это бывают какие-то кучки. В прошлом году планировался СЭХ, но его так и не провели. Но в целом комьюнити есть, но я бы не сказала, что она очень какое-то системное, организованное и так далее. Но мы все общаемся, поддерживаем связь, иногда созваниваемся. Если нужна какая-то помощь, мы все собираемся, например. Ну, а СЭХ-то будет, в конце концов? Самый главный вопрос. Ну, я думаю, что, скорее всего, да. Потому что вот после ковида люди все равно хотят же как-то общаться, встречаться. Я думаю, что этим летом будет, скорее всего. Есть ли какие-то подводные камни, когда ты переезжаешь в Казахстан из России? Сначала мне было сложно, потому что я не понимала ментальность, да. Я когда приехала, кстати, мне все говорят, знакомые, с кем знакомились, типа, ой, будьте осторожны, здесь всем не доверяйте, типа, северные люди очень доверчивые,
никому не одалживайте деньги и так далее. И поэтому я за счет вот этих вот советов, и они были много раз от разных людей, это немножко так напрягало. И я была где-то зажата даже в общении с людьми, закрыта, то есть закрывалась для того, чтобы, ну, типа, себя обезопасить, потому что все говорили одно и то же, типа, не доверяйте, не доверяйте. И как сказал мой хороший друг Ян Рей, он сказал, в Алмате очень легко попасть в плохую компанию и очень сложно в хорошую. Ну, мне с этим повезло. У меня сейчас там прекрасные друзья, соседи и там какие-то партнеры тоже. Короче, если у тебя нормальные появляются друзья и общение в Казахстане, то все остальное легко и просто. Ну вот сложность изначально была то, что да, действительно, я не понимала вообще, ну как бы, как себя вести, как себя позиционировать, вот эти вот основные сложности как раз-таки, наверное, скорее всего, бывают, наверное, у многих из-за этого. Ну, именно общение, печенье. Ну, другие законы, может быть, да? Нет, законы сильно не отличаются. Кстати, очень интересно то, что они все думают, что я или кореянка, или казашка. Но когда узнают, что меня зовут Люба, они типа, вы Люба? Кто-кто, но только не Люба. Я думала, может, какая-нибудь Айгерим или еще кто-нибудь, Махаббат, да? И когда я говорю, что я из Якутии, это вызывает такую бурю эмоций, кучу вопросов и интерес. Это легко, как бы люди сразу запоминают, то, что типа с Якутии, так интересно. Как вообще к Якутии они относятся и что знают? Знают ли? Ну, то, что есть бриллианты, как обычно, такая классика жанра. Песню «Якутяночка» Луван. В принципе, но кто-то говорит, даже наши братья, типа тоже там тюркский язык. У нас же язык все равно похож. Ты можешь понимать что-то? Или все равно только счет, например? Знаешь, такая интересная история, то, что когда вот люди говорят, я сейчас уже говорю, то есть если мне обращаются на казахском, я как бы могу отвечать, ну, на русском. Это как? Во-первых, это немножко похожие слова, плюс, ну, интонации, как бы, да, и плюс еще логика. Все вместе, как бы, можно понять хотя бы там 20-30%, о чем говорится. Ты же обеспеченная девушка, да, скажем так? С какой целью интересуетесь? Ты сразу приехала в Казахстан, купила, судя по Инстаграму, очень симпатично, это что, таунхаус, квартира, там, Это квартира, да. Это квартира, вот. С террасой. Ребенок ходит в частную английскую школу, там, ты особо ни в чем себе можешь не отказывать, да, и с чего это все? Я на самом деле, ну, как бы, из обычной семьи предпринимателей, как бы, да, и я построила бизнес, сетевой бизнес. И это было, конечно же, непросто, но я была в такой бизнес-армии, можно сказать, такой жесткой, 3 года, где я работала 7 из 7, 365 дней в году, то есть без выходных, без проходных. И я построила бизнес довольно-таки быстро. Условно я, допустим, вышла на комфортный уровень дохода за 3 года. И если посмотреть в целом, как бы мой темп роста был такой один из самых быстрых в тот момент среди всех моих остальных коллег и так далее. И я просто, когда пришла в бизнес, я сразу сказала себе, что не хочу сделать свой путь очень долгим и нудным. Я лучше сделаю быстро, качественно, и потом буду отдыхать. Кстати, мысль еще такая была, я хочу выйти на пенсию в 35. Но у меня получилось, в принципе, как-то вот перестать, можно сказать, активно работать в 33 года. То есть как ты работала, получается? Ты ездила, это были командировки, это были какие-то встречи, там, что приходилось тебе делать, какие трудности у тебя возникали? Трудностей было очень много. Первый момент, когда ты делаешь очень много исходящих, но нету входящих. То есть ты вот столько работаешь, а получаешь вот столько. Вот. И это было сложно, потому что многим людям, которые не получают результаты финансовые какие-то, да, они уходят из бизнеса, потому что не хватает терпения. Трудности были, как вообще, какая моя деятельность была? Я приглашала в клубы, то есть в клубы людей. Когда ты слышишь каждый день слово «нет», ты слышишь в день по 100, по 200 раз как бы «нет», да, ты потом можешь как-то вот немножко опустить руки где-то. Но я шла вперед и открывала клубы, я решила переехать в Бурятию. И это было таким очень хорошим решением, потому что именно вот после переезда в Бурятию у меня прям пошел такой квантовый скачок с точки зрения финансов и роста
организации. Это же нужно иметь какую-то смелость для того, чтобы переехать не только в другой город внутри республики или куда-то по классике жанра, да, там в Москву или в Петербург, а ты переехала в другой регион и не такой богатый, я тебе хочу сказать. Ну, я думаю, что даже не надо быть умным, иметь какие-то супер таланты, нужно просто брать и делать, идти и пахать. Какая была мотивация у тебя идти и пахать? Я когда пришла в бизнес, я сказала, что я мечтаю, чтобы мой сын изучал географию по визам в паспорте. И животных не по картинкам, а вот именно в реалии. Это для меня была мотивацией, потому что, например, я попала в Диснейленд, вот с детства, помнишь, да, мы смотрели же мультики, да, вот эти вот диснеевские. Я все детство мечтала попасть в Диснейленд. Но моя мечта исполнилась в 30 лет. И для меня была мотивация, я говорю, я хочу исполнять мечты сыну вовремя, своевременно, допустим, да, вот чтобы его свозить туда и сюда. Я и развелась, получается, у меня был первый брак, я развелась, и я строила бизнес с маленьким ребенком на руках. То есть если для кого-то это могло бы быть причиной, чтобы не развиваться, не работать, не строить бизнес, ну, причина, допустим, у меня маленький ребенок, ему всего лишь год, он в садик не ходит, я не могу строить бизнес. А для меня это было наоборот, как раз-таки таким рычагом для того, чтобы идти и делать. И когда я ездила везде по регионам разным, я всегда сына с собой брала, и как бы он со мной был. И как назад по пути просто нету, ты просто идешь и делаешь. Ну, это ребенок, да. А Моя не было мотивация. тяжело с маленьким ребенком? Ну, конечно, И было тяжело. наверняка были неудачи. Были слезы, усталость и ощущение, что я просто не могу больше идти. Идти, делать, как бы хотелось просто плакать, хотелось быть девочкой, хотелось платье. Ну, просто, как по-другому просто, когда ты с ребенком и идешь вперед. Естественно, у меня всегда была поддержка родителей. Родители меня всегда и морально поддерживали, и там где-то что-то надо как бы. Но у меня есть такой момент, что я никогда не жалуюсь. Ну, можно ли условно говорить, что ты оказалась в какие-то моменты на хлебе и воде? Ну, таких прямо супер моментов, что на хлебе и воде не было, потому что у меня все-таки есть родные, близкие, да, которые могут помочь. Были моменты, когда приходила моя няня, которую я наняла для того, чтобы высвободить свое время для строительства своего дела. Вторник я должна была ей оплатить, утром просыпаюсь, она приходит, и я понимаю, что у меня нет денег ей заплатить. Я просто вставала, шла и зарабатывала ей для того, чтобы оплатить в этот же день. Ну, то есть у меня работа, получается, начиналась в 6 утра встаешь и до вечера. Я была вынуждена выкупить свое время у няни и оплачивать ей зарплату, но не всегда была возможность, конечно, иметь. То есть все заработанные деньги ты отдавала няне, получается? Были такие моменты, да, то, что я зарабатывала для того, чтобы оплатить ей, например. Конечно, было тяжело. Были моменты безденежья. И деньги, которые я заработала, допустим, на сегодняшний день, они не достались мне легко и просто. То есть нет такого, что они резко хоп, и типа счастье привалило там, откуда не ждали. Нет. И каждую копейку, которую я зарабатывала своим трудом. Это реально деньги, которые я заработала потом и кровью. То есть если сейчас многие люди смотрят, да, со стороны в Инстаграме, думают, ой, типа там, ну как бы она там типа живет в шоколаде и так далее, но для того, чтобы прийти к этому, нужно было просто порвать пятую точку. Я где-то слышал, что в тот момент у тебя тоже была депрессия. В тот момент нет. Знаешь, почему не было? Потому что не до нее было. Что нужно было просто тупо пахать. А когда уже появляется свободное время, ты уже можешь себе позволить немножко подепрессовать. В общем, ты много работала, там, заработала себе на доход. И как ты считаешь, тебе этого хватает? Такой сложный вопрос на самом деле. Наверное, скорее всего, нет. Но ты решила не работать дальше. Но мне комфортно. Я сейчас пока что нахожусь в таком моменте, когда мне хватает. И, может быть, мне нужно дойти до какой-то точки, до потолка, чтобы оказаться вновь в зоне некомфорта, можно так сказать. Но сейчас у меня появились люди, которые зарабатывают, ну, в окружении люди, которые зарабатывают намного больше. Это не может не мотивировать. То есть я, допустим, хочу, ну, как бы, на level up какие-то моменты. То, что я не могу пока себе позволить. Вот, ну, пока на хлеб с маслом, да, хватает. На бизнес-класс хватает. Ну, как бы, да, а хочется на джете летать. Ты неоднократно говорила, что очень любишь комфорт, да, ну, в нынешнем своем состоянии. И сейчас ты поехала в Якутию
вот недавно буквально ты прилетела в Москву из Якутска, но там какой-то у тебя был путь просто, конечно, Да, адовый. да. Через Нерюнгри, потом на поезде, там, что это было, и вот ты столкнулась все равно с дискомфортом. Да? Как ты это пережила? Расскажи, что это было. Не, на самом деле ситуация была таковата, что я перевозила свою бабушку после операции из Алматы в Якутск. Она сделала операцию в Корее, и думали, что она будет с нами жить, но не подошел климат. И я ее повезла, у нас было все комфортно, мы поехали на бизнес-классе с Алматы, на лежачих сиденьях, но у нее давление скакало во время полета, то есть самолет не сел в Якутске, сел в Нерюнгри из-за тумана, а там стало бабушке плохо, и нам пришлось просто выйти и поехать в больницу. Вот. И я столкнулась с тем, что мы поехали на поезде, не было билетов вообще никаких, плацкарт. Ну, это, конечно, трэш, но я же не родилась с золотой ложкой, я все это тоже знаю, и... а что сделать? Просто подстроиться. Естественно, когда я зашла в вагон, мне захотелось просто сначала плакать. Потом я такая подсобралась, а что? Реалии жизни, почему нет? А как еще? То есть ты проехала из Нерюнгри? Да, 19,5 часов на плацкарте. На верхней полке. Ты рассказала, что в какой-то период ты больше 3 лет не была в Якутске. Да. Правильно? И прожила в совершенно другом городе, южном, с горами, с прекрасной там потрясающей природой и так далее и тому подобное. А когда ты возвращаешься в Якутск, видишь ли ты перемены, которые вот в городе происходят? Есть ли они? И можно ли сравнивать, например, с казахскими городами? Что бросается, может быть, в глаза? Во-первых, мне очень нравится то, что в Якутске настоящая зима прямо, да, зима-зима, потому что в Алмате этого нету. И все равно немножко даже скучаешь по этому. Плюс мне нравится то, что там есть высокие деревья, сосны. Прям, раньше как-то, есть и есть, как рутина, да, в Якутске. Это классно прямо, вот эти вот деревья, сосны, и я наслаждаюсь этим. А я не была летом, кстати. Я не была летом 4 года в Якутске. Да. Но я понимаю, что там пыльно, да, вот это вот все Зимой мне нравится больше. Изменилось ли что-то за все эти годы? Можно сказать, что, наверное, нет особо ничего. Построились новые дома квартирные, да. Особо ничего не поменялось. Ты в Казахстане занимаешься бизнесом, опять же, в другой сфере. Ты открыла бар. Да. Да, вот расскажи про него, что это было. У меня есть друг, он открыл несколько баров в Алмате, очень таких модные, самые модные места. И у него появился новый проект летний на 5 лет. Променадная улица, и там есть такая площадка, и там 4 бара. И он мне предложил партнерство, будешь заниматься, давай партнерство, войдешь в бизнес. А я такая, почему нет? Учитывая то, что у меня есть время, и мне был интересен этот опыт. То есть мы проработали в прошлом году, хотя это был ковид, и мне было очень интересно на самом деле. С точки зрения, это же традиционный бизнес, это не сетевой бизнес, но я поняла, что те навыки, которые я научилась каким-то навыкам в сетевом бизнесе, в принципе, они помогают мне в любом другом. Это не сложно, это приносит деньги? Учитывая то, что в прошлом году был ковид и был локдаун, мы не могли работать в полную меру, только до 10 вечера, мы не ушли в минус. Не ушли в минус, это уже хорошо. Тогда как другие заведения, они очень сильно уходили в минус, поэтому я думаю, что я, скорее всего, за этот сезон, если ничего не будет, никакого локдауна, я просто верну то, что вложила. Ты готова вообще уходить в минус, когда начинаешь новый бизнес? Конечно, без этого никак. У меня психология предпринимателя. То есть мои родители предприниматели, да, всю жизнь были. Они брали ответственность больше на себя, поэтому у меня нет такого, что я ответственность перекладываю на кого-то. Я готова рисковать, а риски они всегда есть. Поэтому для меня это разочарование — это сопутствующее в принципе. Упал, встал и так далее. Тем более я видела путь своих родителей, как папа тоже в какие-то моменты и падал, и потом вставал заново, то есть это нормально. Ты решила в Казахстане начать тоже новое дело, я так понимаю, тоже еще одно хобби, не только бар, это продвигать конкурс «Миссис Казахстан», правильно? Да, это такой момент у нас, конечно, непонятный. Я ездила на конкурс «Миссис Россия» 2 года назад с Васей. Вася меня пригласил, Вася Афанасьев. Вася Афанасьев, да. Стилист. Да, он мой хороший друг, и мы поехали, получается, туда, попали в 3. Не зря говорю мы, потому что это командная работа, а Вася профессионал в этом. То есть наша команда, даже я выхожу на сцену, он говорит: сюда не вставай, здесь свет не так.
То есть это прям настолько профессионализм был во всем. И наша команда попала в топ-3. Я не говорю, что это я, потому что реально это была командная работа. Потом предложили поехать в Лас-Вегас тоже от России, да. Я поехала как миссис Сибирия. И там вот у меня есть такая фишка, то что я когда приезжаю, мне всегда интересно посмотреть какой-то проект, какое-то там мероприятие с точки зрения организации, с точки зрения бизнеса. И туда приехал мой муж, получается, на тот момент, Вася, и мы взяли франшизу. Ну, то есть купили как бы проект «Миссис Казахстан». Но я совершила стратегическую ошибку, то что я оформила вот это все на супруга. Вот. Из-за этого, то есть мы купили франшизу, мы приехали в Казахстан, мы сделали сайт уже, у меня там уже команда, получается, моя подруга Даша вместе со мной, но случился локдаун. Потом случился развод, ну и так далее, в общем, вот эта вся канитель. Ну, то есть ты в разводе? Это следующий вопрос, я еще не ответила. То есть и конкурс застопорился. В итоге получается то, что мы сейчас не можем найти до сих пор точки соприкосновения с этой франшизой, и проект заморожен. Главная проблема тогда в чем? Что все права оформлены на бывшего супруга, да, но в чем проблема-то? Он не дает тебе развиваться в этом направлении? Ну, или хочет сам заниматься, или что? И там, получается, еще была смена директора, умер директор Дэвид Мермул тоже. И вот эта вся какая-то заваруха вот это случилась, и мы просто не можем до сих пор этот клубок размотать. Я знаю, что твои подписчики следят активно за твоей личной жизнью, да, и вот о твоем разводе даже писали на якутских сайтах новостных. Вот, может, давай точку поставим в этой истории какую-то для людей, которые следят за тобой. Ты свободна сейчас или нет? Точку поставить, скорее всего, не получится, потому что, скорее всего, многоточие. Потому что, я сейчас свободна ментально. То есть мы не живем, мы не можем найти также с точки соприкосновения, не можем решить вопрос по разделу имущества, и у нас есть брачный договор. В общем, там сложноватый момент, потому что у нас сейчас раздел именно недвижимости, и мы не можем найти общий язык в этом плане. То есть мы сейчас вообще не общаемся, от слова совсем. Но официально я еще пока в браке. Ментально я свободна. Ну, еще получается то, что я сейчас узнаю себя намного лучше, как бы, да, именно как женщина, раскрываюсь сейчас. И у меня появилось сейчас больше уверенности в себе, потому что когда я была в браке, как-то вот все равно, вот я не знаю, я не скажу, что там все было плохо, да, в каких-то моментах, нет. Но я потеряла небольшую уверенность в себе за эти годы. Потому что мне говорили, что я там, условно, не как... Кто? Где-то... Все равно бывают какие-то ссоры, споры, да, типа плохая жена, плохая мама, там, я омерзительно вожу в машину, там, плохо там что-то делаю и так далее. То есть вот эти моменты, они все равно немножко тебя якорят с точки зрения раскрытия себя как женщина. А сейчас как бы я, можно сказать, себя раскрываю через как раз-таки тот же флирт, общение. И я думаю, что сейчас только моя жизнь только начинается. В плане отношений как бы я не планирую сейчас такие прям супер-мега серьезные отношения, поэтому я просто буду общаться, флиртовать, ходить на свидания, просто с людьми как-то так. Но я считаю, что у меня только начало сейчас пошло. Возвращаясь к конкурсу «Миссис Россия», вообще почему ты решила участвовать и насколько эмоционально участие в таком конкурсе? Когда Вася организовывал этот конкурс, мне было интересно наблюдать и так далее. И когда-то он сказал, опрокинул такое слово, типа, может, будешь, типа? Или там, приходи на кастинг, я такая, ой, нет. Тогда я не была готова. А потом, когда как раз-таки переехала в Казахстан, куча свободного времени, и, в общем, мы как-то решили поехать. Учитывая то, что у меня, в принципе, есть опыт по конкурсам, я организовывала конкурс красоты, когда я жила в деревне, я 3 года жила в Усьмае, работала экономистом, я организовывала эти конкурсы и готовила девочек на мисс Якутию. То есть у меня девочка там одна попадала в топ-5 даже,
Я работала с Петей в модельном агентстве, Петя Яковлев, и вывозила девочек на московские конкурсы моделей. И эта тема мне всегда была интересна и близка. То есть как бы дефиле, там, модельная школа и так далее, как бы я в этом что-то понимала. Сцена, опять же, да? Да. И когда мы поехали, мне было это очень интересно, потому что я не с точки зрения организатора, да, а с точки зрения участницы. И это было просто весело и классно. Да, это было эмоционально, мы с Васей поехали, но мы создали максимально комфортные условия. Вася поехал со мной, мы вместе жили, там готовились и так далее. Это было, конечно, классно. Самый сложный конкурс, скорее всего, был в Америке, когда мы в Лас-Вегас поехали. Там очень было тяжело, ну, физически даже. Почему? Мы репетировали с 8 утра до 11 вечера. То есть это прям нон-стопом. Там просто нету сил. Мы просыпаешься в 4 утра, 4-5 утра для того, чтобы привести себя в порядок. И к 7 утра уже быть как бы вот так вот чинно, благородно, красиво. Это сложно морально, и были даже срывы где-то, да, эмоциональные, как бы прям перед конкурсом. Ну, такие чуть-чуть. Но это тяжело, да. Московский конкурс, российский конкурс, он был такой более-менее комфортный. Короче, в России было для развлечения, в Америке уже был совершенно другой уровень. Там хардкор был такой, тяжело было. Это реально тяжело. Для меня была победа то, что я попала в топ-20, то есть я считаю, что для меня это уже победа. Но А сколько было участниц? 60 примерно. Ну, получается, ты обошла 40 Полуфинал. женщин. Ну, тоже командная работа с Васей. То есть мы с Васей тоже там вместе жили, как бы, и со мной поехала девочка, которая победительница была конкурса. Ну, мы так командно, в общем, подошли к этому. В чем там сложность? Понятное дело, что это другой уровень, другая страна, там нужно говорить на английском языке, наверняка есть какие-то интервью постоянные и дополнительные конкурсы. Нет ли там конкуренции жестче? Очень чувствовалось, да. Там, представляете, 60 амбициозных женщин со всего мира. Мало того, что как бы ярких, красивых, они еще амбициозные. И там были девочки, которые имели большой опыт по конкурсам, очень красивые женщины, которые знают английский в совершенстве. И, конечно, конкуренция чувствовалась, но отличается конкурс «Миссис», то, что здесь женщины, ну, взрослые, они мамы, да, многие. И там нет такого, как бывает обычно, вот, типа, обычный конкурс, там, где друг друга могут, ну, как рассказывают, каблуки там подпилить или там еще что-то, да. Платье спрятать. Да. Такого не было, потому что здесь люди, ну, как бы взрослые, мудрые, то есть там была поддержка. Но все равно конкуренция внутренняя все равно чувствовалась, как бы не без этого. Но ты получила в итоге какое-то удовольствие хотя бы? Да, конечно, это же такой опыт, это поехать на конкурс мировой в Лас-Вегас, выступать на сцене в Лас-Вегасе, участвовать в этом шоу, это было просто великолепно. В моменте было сложно, но когда проходит время, ты вспоминаешь, думаешь, это был классный вообще просто опыт. Если бы мне предложили бы еще, я бы согласилась пройти этот путь сложный. Ты часто бываешь в Америке, как я понимаю, да? Да. Любишь эту страну? Да, я часто бываю, потому что это по работе, у нас там бывают встречи. Но я знаю, что ты в Америке даже пыталась запускать свое шоу какое-то в интернете, понятное дело. Да. Я когда-то вела тоже, кстати, YouTube-канал, там больше путешествий и так далее. И, в общем, когда мы собирались в Америку на 2 месяца с супругом, я искала человека, который может с нами поехать снимать. Вот, и он снимал. И у меня была такая идея взять интервьюировать людей, которые из стран СНГ переехали в Америку и там живут. То есть это получается решение уехать в другую страну, в Америку. Послушать историю людей, потому что это как бы мечта многих людей. Уехать в Америку, там жить и работать. У меня было несколько историй. Самая такая интересная история, на которую я очень возлагала, да, чтобы выложить в YouTube канал, это был Дима Ким, танцор. Он сам родом из Казахстана, в Москве танцевал. Он был очень успешный танцор. Он поехал в Америку для того, чтобы танцевать у Мадонны там и так далее. Да, очень амбициозный парень. Но на него упала плита, и он остался без ноги, танцор. И вот как раз-таки его история была просто бешеная история. Я просто, когда узнала его историю, у меня прям мурашки по телу были. Естественно, я хотела это снять, мы с ним договорились, он выкроил свое время. Мы сняли это интервью, мы там плакали, вообще, оно было очень эмоционально, оно было просто офигенное. Мы сняли это интервью, такие вопросы задавали, то есть я как интервьюер, в принципе, я, кажется, неплохой.
Я могу где-то задеть, спросить, вывести человека там на какие-то эмоции, да, это очень интересный опыт. В общем, мы сняли интервью уже в слезах, в соплях, все закончили. В итоге... Звука не было. Было видео, а звука не было. Это просто такой эпик фейл, представляешь? И мы с ним снимали как бы долго, но потом же... А можно повторить все, да? Конечно, нет. Это была такая потеря просто. И мы, кстати, обнаружили не сразу. Мы обнаружили, когда уже уехали оттуда. То есть материал есть, все. Это просто был, короче, эпик фейл. Все, после этого у меня просто не стоит на YouTube канал. Просто все упало. Я уже забросила это гиблое дело, короче, все. Ты же активно ведешь Инстаграм, у тебя там много подписчиков. Ты себя считаешь блогером? Как-то нет. У меня нету никакого контент-плана, у меня нету каких-то... Вот раньше у меня были большие текста, там какие-то там мысли, да, а сейчас, может быть, и время другое, мне сейчас просто лень. Я просто показываю свой лайфстайл, как есть. Мероприятия, какие-то там, не знаю, поездки, там, жизнь свою, быт, рутину и так далее. Ну, если честно, мне иногда думаю, блин, ну, когда говорят блогер, я говорю, я такой бесполезный блогер, блин, кому это интересно вообще? Ну, а ты думаешь, что блогеры должны что-то нести, там, светлое что-то, да? Ну, конечно. То есть должна быть какая-то, ну, ты же что-то несешь в мир, ну, какая-то смысловая нагрузка там и так далее. Не только же реклама суши, пиццы. Ну, у тебя есть какие-то кумиры, блогеры, на которых ты реально подписан, на которых ты читаешь, смотришь, которые тебе нравятся? Ну, мне больше визуальный, может, какой-то контент. Ну, такого прям, чтобы я на кого-то смотрю, я же не подхожу к этому как профессионально, нет. У меня нету рекламы, как бы я особо нет. Ну, кто тебе нравится? Ну, я даже, знаешь, так как-то не могу даже сказать. Я подписана на своих друзей. Вот они мне нравятся. А так, чтобы прям смотреть как-то, да, вот на кого-то быть похожим, у меня такого нету. Для меня Инстаграм — это веселье, общение и так далее. Ты общаешься с подписчиками своими? Конечно, да, очень много вопросов задают. Кстати, благодаря соцсетям я построила бизнес, кстати, очень хорошо. У меня команда, мои такие прямо самые такие костяк лидеров, они все прошли через соцсети, то есть через Инстаграм. Ну, в Инстаграме же не только веселье и розовые комментарии. Хейтеры-то есть, наверное? Да, мне писали проклятия всякие непонятные, короче. Очень много людей советуют, как жить. Я говорю, да, хорошо, спасибо. А можно на А4 сделать список, что еще сделать? Ну, я на самом деле никогда, я даже злобные комментарии не удаляю. Особенно очень много говна было, когда я поехала на конкурс «Миссис Россия» и «Миссис Мира». Да, конечно, было очень много прямо. А что там было? Ну, как бы переход на личность и там, ну, оскорбления всякие. Меня это не трогает. То есть у меня нет такого, что я читаю, типа, о нет, о боже, там, ну как-то вообще, даже не блокирую. Я просто не принимаю. То есть на меня летят какие-то вот эти моменты негативные, я просто их не принимаю. Нет, не так реагирую. было всегда или это пришло с возрастом? С возрастом. Ну не с возрастом, со временем. Да. Ты все равно на пенсии уже, ты же сказала. Это было не сразу. То есть, когда ты много работаешь с людьми, общаешься, ты видишь разных людей, и у тебя как бы эмоциональный интеллект становится выше. Ну, как бы не реагировать, это же тоже высоким должен быть какой-то. Ну, я не говорю, что у меня супер высокий, но это высокий эмоциональный интеллект. Не принимать. Но раньше обижалась. Ну, раньше я просто как-то, может, принимала и реагировала просто. Не так, чтобы обижалась. Я быстро забываю это все. Я принимала, реагировала, но не было такого, что я прям обижалась, об этом думала, как бы переживала, нет. А на что ты можешь отреагировать сейчас? Есть ли какие-то темы, которые не затрагиваешь? Или если, например, будет какой-то комментарий или человек чужой, да, с которым ты встретишься, начнет тебя что-то спрашивать, Интересный скажешь вопрос. нет. Ну, может быть, это что-то личное, там, типа, дети, там, родственники, может быть, только так. Так особо нет. Я могу, в принципе, говорить на любую тему. Может, поговорим про секс?
Но если бы это была другая... Продаваемая тема. Да, самая продаваемая. А что ты можешь рассказать про секс? А что вас интересует? Отличие якутов и казахов, да? Не, ну... Что? Просто промолчу. 1-0. Ладно, ладно. Чего тебе хочется вообще и чего тебе не хватает? Что мне не хватает? Такой сложный вопрос на самом деле. Денег, я не знаю, там, еще ребенка. Вот, там, что мне не хватает, ну, я всегда хотела, чтобы у меня было много детей. Ну, так получилось, что у меня только один сын, и сейчас вместе живем с сестренкой. Я бы хотела, чтобы у меня было хотя бы 3 детей. Ну, пока Бог не дает, я как бы, в принципе, ну, и не от кого. Вот. Тут, может быть, не хватает большой дружной семьи, именно вот как бы с детьми, чтобы прям было много детей, там, веселье. Ну, как, когда много людей в семье, это уже и, ну, дружно, как бы вот весело вместе, и вместе там развиваться. Это как-то, мне кажется, до того, может быть, не хватает. Я даже думала о том, чтобы взять ребенка на воспитание одно время, но сейчас понимаю, что у меня такой период, то что я же недавно развелась, и мне сейчас нужно немножечко такой личного пространства. Ну, как-то я сейчас поэтому об этом даже не думаю. А вообще, а сын как реагирует? Ты его растила первые годы, да, в бешеном ритме. Да, сейчас ты проводишь с ним больше времени, и знает ли он тебя, как он к тебе относится? У тебя, может быть, поменялось какое-то отношение к материнству? Я больше мама-друг, скорее всего. То есть нет такого, что у меня гиперопека и так далее. Я больше как-то, ну, я хочу, чтобы у меня сын был свободный, чтобы я не навязывала какие-то моменты. Я сама, в принципе, люблю, когда мне дают свободу, поэтому я хочу, чтобы он тоже таким был. Не было у нас созависимых отношений. Мы с сыном часто путешествуем, я очень люблю с ним где-то быть вместе. И был такой момент, когда мы заболели ковидом и лежали в Турции, в Стамбуле, на этом... Обсерватор? Да, в обсерваторе, да, 2 недели. Это было лучшее время. Мы так отдохнули, мы так сблизились. Это был просто кайф. Это был просто отпуск. Мы просто должны были быть там недельку, едем уже в аэропорт, пришли результаты, заказали такси, пришли результаты положительные. И мы остались там на 2 недели. Я, конечно, мечтала пожить у моря, мечтала пожить там, может быть, в Стамбуле, да, но не таким образом. Но на самом деле это был классный период, когда мы были чисто вместе, никуда не спешишь. Тебя кормят, просто ты ни о чем не думаешь, это был такой релакс. Тот момент, я считаю, что прям лучший, когда мы прям были прям вместе 24/7. Ты много путешествуешь, твоя любимая страна? Может быть, это страна, в которую ты хотела бы переехать после Казахстана? Были такие мысли? Кстати, у меня, кажется, одобрили вид на жительство в Канаду. Кажется. Потому что кажется, это как вообще? Потому что я этим вопросом я не занималась. Мы с мужем ездили в Канаду в позапрошлом году делать документы. Он там интервью проходил, короче. То есть он подавал документы, и мы как семья. И мы очень где-то полгода или, может, год этим занимались. Там юрист был, короче. И нам одобрили. И это не было моей мечтой, я это не хотела, не планировала. Просто как бы я сказала, ну хорошо, если хочешь. И, в принципе, у нас были планы, типа, переехать в Канаду, но мне не нравится эта страна, и я бы там, наверное, и не жила бы. Я просто там себя не видела. Вот у меня такой вопрос сразу возник. Ты брала интервью у людей, которые переехали, да, из стран СНГ в Штаты, в ту же Канаду. И если ты переезжаешь без такого бэкграунда, без финансовой подушки, да, которая была, например, у вашей семьи, насколько это вообще целесообразно? И все равно трудностей же будет больше. Трудности всегда будут, даже с деньгами или без денег. Но с деньгами, конечно, комфортнее. Ребята, у которых я брала интервью, они просто приезжали с билетом в один конец и с маленьким чемоданчиком. Но это должна быть какая-то внутренняя сила, внутренняя уверенность и желание идти дальше. То есть идти как бы напропалую. В Америке можно хоть где работать. То есть там нет такого, то, что ты сидишь без денег. Мне кажется, там можно хоть как. Просто ты работаешь, идешь и работаешь. Может быть, сначала как бы это мало, но все равно. То есть это страна, где можно хоть где работать. Прям хоть где. Ну ты бы так смогла? Поехала бы ты только с одним билетом в один конец, с одной сумкой? Сейчас, на сегодняшний день, скорее всего, нет. Я бы не поехала даже как беженец. Я так не могу себе позволить. Ну, потому что мне нужно будет возвращаться, я хочу. Как бы я человек, который
Я не могу так просто взять и все отрезать, как бы уехать. Ты спросила еще, какие страны? Я бы в Америке, наверное, жила бы. Но мне нравится очень сильно, из Европы нравится мне Италия. Там классно, вкусно. Но жить я бы там не жила. Мечтаю иметь недвижимость в Испании. В конце я хотел у тебя попросить, наверное, может быть, совет людям, которые тоже хотят заниматься бизнесом, которые, может быть, получили 125-й отказ в своей жизни, у которых опустились руки. Что ты можешь им посоветовать? С точки зрения бизнеса, многих людей тормозит страх и лень. Я думаю, что если человек переборет свой страх, какие-то риски, да, боязнь рисков и лень, то у него в любом случае получится. Я бы порекомендовала бы людям просто долго не думать, а идти и делать. 125-й отказ — это как, знаешь, как мне говорил наставник всегда, то, что тебе нужно собрать 1000 отказов. Тебе отказали сегодня 100 раз, тебе еще осталось 900. Ты собираешь отказы. Когда ты подходишь с точки зрения, то, что мне отказали, типа 100-й раз, или типа я собрал столько-то отказов. То есть это как игра. Мне кажется, нужно относиться, в принципе, ну, как бы к развитию в бизнесе, как стратегическая игра. То есть с легкостью. Тогда, когда есть энергия легкости, мне кажется, и бизнес легче идет. Ну, как-то вот, я не знаю, я не скажу, там, что я супер там, опытный бизнесмен и так далее. Нужно немножко с юмором как-то относиться. Тогда и деньги легче приходят. Ну и развиваться как раз-таки нужно больше инвестировать в себя, на развитие свое. Потому что в любом случае поможет. Ты еще как-то говорила, что нужно находить коммуникацию с людьми и развивать это тоже в себе. Это очень важно. Я считаю, что самое главное, чему я хочу научить своего сына, это не математики, да, которая, в принципе, может быть, ему и не нужна будет, а именно коммуникации. То есть коммуникация — это возможность продать себя. То есть кем бы ты ни был. Это знакомство, это связи, это умение как бы находить то, что тебе надо. То есть я считаю, что это самый-самый главный навык. То есть ты можешь быть мега умным, супер иметь какой-то классный проект, но если у тебя нет коммуникации, ты его просто не сможешь продвинуть и не сможешь продать. И мы везде ищем клиентов. В любом бизнесе мы ищем клиентов. То есть для того, чтобы находить клиентов, нужны коммуникативные способности. Ну, как-то так. Это главное. Я считаю, что детей нужно, ну, как бы это мое мнение, как бы относительно своих детей, я считаю, что им нужно дать главный навык — это коммуникация. Все. Остальное уже можно под любым соусом преподносить. Спасибо тебе за беседу. Вообще спасибо, что пришла. Спасибо, Макс. Да. Пока-пока.